Глава Коми Владимир Уйба выступил с обращением к жителям республики. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сегодня начну с хорошей новости. Вчера в Москве в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации при непосредственном участии и содействии Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми достигнута договоренность. Сначала это был переговорный процесс, но в результате достигли договоренности две компании. Это компания Аскона и ООО «Лузалес» Республики Коми. Соглашение о том, чтобы начать совместный проект в особой экономической зоне. Особая экономическая зона «Север», я о ней рассказывал, она будет у нас создана в Сыктывдинском районе. Так вот, создание в этой экономической зоне проекта, завода, если хотите, по производству мебели. Вот я достаточно часто говорю о том, что мы сейчас с правительством Республики Коми последние полгода особенно занимаемся тем, что ищем проекты, ищем спонсоров, инвесторов, в первую очередь, для того, чтобы создавать совместные проекты именно по переработке. Вот недавно я вам рассказывал о том, что вышел приказ Министерства экономического развития о диверсификации экономики в Республике Коми. Как раз там 41 мероприятие по привлечению инвестиций, по переводу того или иного вида добычи в переработку. Вот у нас очень большая добыча и леса, да, и его заготовка, переработка. Но вот переработка до доски, я все время говорю, что это не тот уровень переработки, который мы должны ставить перед собой задачу и перед нашим лесопромышленным комплексом. Так вот, этот проект, это такая первая ласточка, именно в том, что мы выходим на уровень очень высококлассной, высококачественной мебели, а это диваны, кровати, кресла, которые будут продаваться, безусловно, и в Республике Коми, и в целом в Российской Федерации, и за рубеж. И хочу сразу сказать, что, вот я уже говорю, что это не просто взяли и две компании сели и подписали соглашение. Этому предшествовала очень большая работа. И последние полгода, я повторюсь, этому уделяется особое значение именно Министерством экономического развития и промышленности Республики и правительством Республики Коми. Для того, чтобы как можно больше инвестпроектов вот таких приходили в республику. И что еще значимость этого проекта? В том, что именно на площадке особой экономической зоны, потому что там большие преференции для участников и для этих предприятий. И в этом смысле, конечно, это очень важно, что предприятия заходят сразу, имея большие экономические преференции. Я, конечно же, хочу поблагодарить директоров предприятий, директора Асконы Владимира Михайловича Седова и председателя Совета директоров ООО «Лузалес» Руслана Николаевича Семенюка вот за то, что они не просто создали этот проект, а создали его на площадке особой экономической зоны «Север» и инвестировали достаточно большие средства вот в этот проект с тем, чтобы получать уже высококлассную, высококачественную мебель. Конечно, мы на этом проекте не останавливаемся. Я уже сказал, что это основная сейчас задача правительства Республики Коми, привлечение инвестпартнеров для того, чтобы создавать, во-первых, привлекать инвестиции, во-вторых, создавать рабочие места, создавать производство, безусловно, получать высокомаржинальный продукт, вот такой, как, допустим, мебель в деревопереработке, и, соответственно, оставлять большее количество налогов именно в республике для того, чтобы мы могли решать большой круг социальных задач, которые перед нами стоит. И теперь еще несколько цифр, как обычно, об эпидситуации. Ну и потом прокомментирую ваше обращение в соцсетях, потому что есть очень такие
тревожные обращения, я на них сегодня тоже остановлю свое внимание. Итак, на сегодня в республике выявлено 278 случаев за сутки. Вы видите, что мы потихоньку, вот прям по капельке снижаемся. Да? Вы помните, что вчера было 282 случая. И вот мы так спускаемся, 282, 280, вот сегодня 278. При этом выздоровел не очень много, 86 человек. Я уже объяснял, почему такие цифры выздоравливающих, не буду останавливаться. Основные болеющие города, как я говорю, это ничего не изменилось у нас. Это Сыктывкар, Ухта и Сосногорск, 105, 52 и 16 случаев соответственно за сутки. На сегодня развернуто 2753 койки. Мы добавили дополнительно 10 коек в Княж-Погосской ЦРБ. И занято у нас снизилось количество занятых коек, это очень хорошо, но не настолько, чтобы этому радоваться еще активно. 2178 коек у нас сегодня занято. То есть то, что я вам говорил вчера, мы за счет того, что выписали количество больных, которые ушли на долечивание в амбулаторную сеть, и за счет того, что добавили коечный фонд, у нас сегодня разрыв составляет как раз те 20% между койками развернутыми и занятыми. По вакцинации. На сегодняшний день первый компонент вакцины получило 179 914 человек. Полностью прошли прививку и получили первый и второй компонент 128 866 человек. И у нас на остатках еще 22 тысячи доз вакцины, поэтому вакцина у нас есть, нужно активно вакцинироваться. По комментариям вот в соцсетях началось достаточно активные комментарии о том, что плохо обслуживаются вызова в поликлиниках и достаточно длинные до суток обслуживание вызовов скорой помощи. Вот сразу хочу сказать, что эта ситуация абсолютно предсказуемая, поскольку я вам докладывал, мы подтянули все резервы и пригласили людей, врачей и средний персонал, которые ушли на заслуженный отдых. И попросили выйти волонтеров из числа выпускников медицинского института и колледжей. Попросили помощи у Министерства обороны. Но, уважаемые жители, у нас идет вал. Потому что мы плохо защищаемся, мы не носим маски, мы заражаемся в очень большом количестве, а количество врачей мы не можем увеличить кратно тому количеству валу заболеваний. Да, у нас сегодня на амбулаторном лечении более 16 тысяч человек. И понятно, что это эти люди, которые ежедневно обращаются в амбулаторию за либо первичной помощью, либо уже повторно. И, конечно, этот вал сегодня, просто то количество врачей, которое не может увеличиваться, да, я уже повторяю, конечно, они не справляются просто с текущими вызовами. То есть стараются обслуживать острые вызова, повторно, естественно, отодвигают. И то же самое на скорой помощи, потому что идет вал вызовов, и этот вал сегодня перекрывает возможности бригад скорой помощи. Поэтому диспетчера сегодня в первую очередь обслуживают острые вызова. Острый вызов – это коронарная недостаточность, это инсульты, это травмы тяжелые, которые ведь тоже не снижаются. И при этом просто валом растет заболеваемость ковидом, и, конечно, идут вызовы в том числе и на скорую помощь. Поэтому диспетчеры дифференцируют, и вот ковидные вызова обслуживают только после острых, тогда, когда есть угроза жизни. И среди ковидных пациентов точно так же выделяют тех, у кого есть угроза жизни. Поэтому действительно мы сегодня в ситуации, когда есть задержки в оказании медицинской помощи и на амбулаторном этапе, и на скорой помощи, но, повторяю, ни одного вызова, который необходимо обеспечить медицинской помощью и на амбулаторном, и на уровне скорой помощи, который бы нес угрозу жизни, мы сегодня не отложены. Такие вызова не откладываются, такие вызова обслуживаются в первую очередь.
Уважаемые жители республики, на этом вся информация, которую я с вами хотел поделиться. Снова напоминаю о мерах профилактики, снова напоминаю о том, что необходимо вакцинироваться. У нас все для этого сегодня есть. Будьте здоровы, берегите друг друга. До следующей встречи.